Bedirбек, проводтыны да загенит. Проводты. Okul çevirmezseniz bereket mi? Коль! Всем здравствуйте, друзья мои. Тема такая. Привез бочку для выгребной ямы. 10-кубовая бочка вот такая. И проблема у меня закопать ее. Потому что грунтовые воды очень близко у меня. И еще одна проблема. Сейчас поближе подъеду и скажу какая. Вот этот мы так установили, но получилось, что это вот сбоку, вот этот труба, что ли, такая. И вот там получилось так, что ударили, что ли, фокус, так, ударили, что ли, ну, короче говоря, вот там образовалась дырка, короче, бочка получилась не герметичной. Так, и не было бы никакой проблемы, конечно, там заплатку поставить, отрезать вот этот кусок и поставить заплатку и заварить. Вообще бы, так сказать, нет проблемы. Единственное но, эта бочка была цистерна из-под солярки. И там еще до сих пор так, по-моему, там вот это еще влажное еще и течет как бы солярка. Там есть еще немножко. Вот с этой стороны лучше видно, как она продавилась, как бы. То есть я продавила, и там вот почему-то не фокусируется близко. Умка там ждет моей прогулки и тоже орет. Прям орет. Так, вот. И вот это, то, что там солярка и там пары солярка, это самая большая проблема для меня. Может, кто-нибудь из сварщиков там опытных подскажет, как это все. Вариант наполнить бочку водой, 10-кубовую бочку, это, не знаю, при моих условиях, как я наполню там колодца-то всего. Ерунда, водички, это мне надо, знаете, сколько заполнять. Вот. Нужно отрезать и приварить. Я не знаю потом как даже. С этой стороны, как бы с верхней части, вот она выглядит вот так, там люк. Вот этот люк надо крутить туда, приварить там трубу. Тоже там все на гайке, но это не проблема, это как-нибудь можно все так и сделать. Самое главное у меня вон там вот, где все выдернулось, там, разорвало почти там. И смысл этой бочки, если я не заварю, смысл этой выгребной ямы теряется. Или здесь заварить. Ну, варить в любом случае надо будет. Не знаю потом.
Да, вкусная травка тебе, да, Умка? Осторожно, штатив не урони. Ну, еще раз добрый день. Начал снимать-то дома уже, а как же без 5 минутку с прогулкой. Мы на поле уже с Умкой. Умка резвится, гуляет, бегает. Я вот решил там, установил камеру на штативе, решил с вами поговорить так. Ну, чисто, не знаю, уронит или нет камеру, конечно, Умка бегает, бесится. Запросто может штатив сдвинуть. Вот. Дома, конечно, дел у меня, так сказать, недоделок много еще. Мне надо печку на баню сложить. Ну, не сложить, а, вернее, установить новую печку там. Надо глину размешать, там еще что-то. Самое главное, вот как я уже показывал, там вот эту бочку надо заварить. Кто там, может, кто сварщик, кто имеет опыт в этом деле, там с бочкой, подскажите в комментариях. Я с удовольствием, ну, каждое мнение мне очень интересно. Не то, что интересно, очень важно. Мне как-то надо решить эту проблему со сваркой. Вот, А сейчас в данный момент я прогуливаюсь с Умкой. Умка пускай немножко побегает. В кадр просто не попадает. Пускай побегает немножко. А я тоже здесь вот наслаждаюсь около леса. Правда, мошкара чуть-чуть. А видите, я сегодня как одет. Вообще теплая куртка, теплый свитер. Шапка такая уже с ушами. Ветер северный и прохладный, очень холодно. Вот. Ну и дальше сейчас будем прогуливаться, покатаемся немножко, как там и что. Ждет меня. Играется. Все, прибежала ко мне, на гостинице. На.
Держи. Держи гостиниц. Легкий вытяг. Ой, тебе. Ой, Юлика. Устала. Ничего. Сейчас пойдем дальше. Шапки, давай кушай. Травку любит кушать. Прогулка заканчивается уже скоро. Мы обратно выезжаем уже на дорогу. Здесь трясучка такая, не знаю, камера она очень трясется и снимать почти невозможно. Опять у нас, это ежедневная такая прогулка с сумкой. Скоро уже подъеду к дяде Ване, там на дороге как уже ждет, как всегда ждет дядя Ваня там, чтоб почему Умку домой. Она сейчас бесится, пускай набесится, устанет, потом, надеюсь, не будет выть, да, что-то. Короче, я не знаю, вот так первый раз снимаю на поле, и я даже вижу, как камера трясется. Думаю, и звук будет посторонний, и изображение будет не очень. Всю прогулку уже не стал снимать, конечно. Ну что, одинаковые. Главное, что у меня сегодня, у меня обычно день и так проходит. Вот, например, встал, вышел во двор, что-то надо сделать, там посмотрел, что к чему, какие дела есть, запланировал, потом днем Умку прогулять. И если там еще что-то. Я сегодня уже, если честно, на рыбалку сходил, но ни одной, даже одной поклевки не было, и я не стал снимать. Все уже, прогулка потом заканчиваю прогулку, уже подъезжаем к месту. И все потом. Ладно. Все, друзья, я уже около дома. Умка вон там в вольере. Она пока ехала на машине, отдохнула уже, и видите, бесится опять. Бесится дальше и скулит. Но пообедала уже, Не знаю, что не ложится спать-то. Потому что я здесь на коляске, она думает, что гулянка продолжается. Важно, ходит. Хочу еще показать вам. Мария Олеговна уже начала убирать там лук, чеснок. Маша, привет! Привет! Покажи ну-ка поближе, какой чеснок. Он хороший. Вот такой чеснок. Не мелкий. Машу не слышно далеко, да, но не мелкий чеснок. Не мелкий ведь, да ведь, Маша? Нет, нормальный чеснок. Да? Раз. А стрелки, говорят, вот надо резать эти стрелки, но мы обычно... Я только одну оставляю, и все. Вот, ну-ка покажи, где это, что эта штука, что за штука. Одну оставляю. Вот Говорят, если вот... Это все, это как бы, это, что называется вот это? Как по-русски это? Здесь семена у чеснока получается уже. Маша оставляет одну, а остальные у всех вырывает. Я не знаю, что полностью что ли стричь надо, мы это не знаем. Никогда не стригли никогда. Да, вот эти комочки, что там, как они называются по-русски, я не знаю. Стрелка МТ? Маша говорит, вот это и есть стрелка. Это у всех убираю, одно оставляю. Это убираем, да? Полностью она как бы вот встанет. А зачем одно оставлять? Для того, чтобы узнать, когда можно уже чеснок убирать. Сейчас уже можно. Это типа показывает, когда Да. зреет чеснок. Да. А как он показывает, я не понимаю. Но вон чеснок же, он как бы низ головой. Когда она поднимается, получается, что уже готов. когда стрелка стоит прямо с этим комочком, да? Да. Можно уже, значит,
убрать чеснок. О, я... Ничего себе, а что ты мне такие тонкости не рассказываешь? Я не знаю. Маша убирает чеснок, а потом дальше она уже лук немножко убрала, а сегодня сразу чеснок. Лука много еще убрать надо, да? Да нет, малость осталось. Осталось, говорят, чуть-чуть еще. Ну вот, в принципе, у нас наступает потихоньку, осень наступает. Август уже очень. Сегодня на градусов 10, не больше, да? Не знаю даже. И ветер такой северный. Я оделся нормально так. Где там наша? Сидит, на Машу смотрит. Красавчик. А, ты как-то еще завязываешь еще, да? Да. И как потом куда-то вешаешь это? Веник. Да. А. Веники делаю, завязываю. и А, вот Пусть так. Вот такая система, да? И пусть сохнет, да. Вот такая система. Вот так делаю и потом А, вешаю. И сохнет. все понятно. Вот тебе и урожай. 20-20 чеснока. Ну да. Но там много еще осталось. Это первый пучок, да? Да. Ну-ка, ну-ка поближе. Вот такой чеснок, думаю, нормально это. А свой чеснок, он вкусный. Он не магазинский, не китайский. Он очень вкусный. Вот чудо вешает под крышу и вот так. На жерди. Или как он называется этот. И здесь будет сушиться в тенечке. Свет не попадает. О, такая картина маслом. Ну-ка. Маша и чеснок. Ну-ка, выходи, давай отсюда. Я Маша и чеснок. Поснимаю еще. Вон как висят. Такие пучки. Это был... А где кабачок-то? Кабачки были, но потихоньку срывает Маша. Вон там один здоровый кабачок. Потом там. Листья мешают фокусироваться. Кабачки здорово выросли в этом году. А это бархатцы, это бархатцы, да, Маша? Так, бархатцы, они, я все удивляюсь, почему, я говорю, ты среди этого сажаешь бархатцы? Среди вот там моркови, дальше там вот это кабачков. Он говорит, от вредителей. Какие вредители боятся бархатцев, не знаю. Вот там кабачки. Кабачки. Там тоже. И там дальше внутрь. Просто я не могу листья отодвинуть. Маша дальше там чеснок убирает, потом лук. Туда тоже не могу подъехать. Ну все, друзья, буду заканчивать это видео. Ну, что могу, там поснимал сегодня. У меня сейчас такой... Катерина занята своим делом, и оператора у меня личного нету. И как могу, так и выкручиваюсь. Вот. Под вечер вот вышло солнышко, поменял кепку с ушами, который был с ушами, снял. А на прогулке вообще замерз очень сильно. Ну все, ладно, буду заканчивать. Всем пока. Всем спасибо, кто смотрит. До новых видео на нашем канале.